Приветствую всех, друзья! Сейчас мы находимся на одной из газозаправочных станций, что находится на северо-востоке, которая под мостом. И наблюдаем вот такую вот картину, когда машины располагаются в длинной очереди. Эта очередь тянется до самого автопарковского моста. Вот она идет. Я думаю, в нашем городе это не самая большая очередь, но тем не менее, это одна из больших очередей в нашем городе, которая ездит на газу. И по общей статистике в Казахстане, в нашей стране, около 300 тысяч автомобилей используют газ, но производство этого газа не увеличивается ежегодно. По статистике, около 160 тонн, значит, сжиженного газа только всего лишь производится в нашей стране, что, естественно, не покрывает весь расход. Весь расход он может покрыть в случае, если полностью газ пойдет на потребление, на внутренний рынок. Но так как наша страна привыкла и наше правительство привыкло все импортировать, отсюда и получается то, что большую часть, не больше, но около 30% всего произведенного сжиженного газа в нашей стране наше правительство экспортирует. И остается около 140-130 тонн сжиженного газа на внутренний рынок, что, естественно, недостаточно даже для внутреннего рынка. И очередные вот такие вот очереди, как сейчас мы наблюдаем на очередную газозаправочную станцию, это тому пример. Показывает, что действительно в нашей стране есть дефицит сжиженного газа, а все из-за того, что наше правительство регулирует этот товар, стоимость на этот товар самостоятельно, и также регулирует стоимость, и также регулирует экспорт этого товара. Вот очередь идет до самого моста, и там конца края нету. Вот смотрите, очередная очередь, это не самая большая. Следует, конечно, нашему правительству быть более решительным в этом вопросе, увеличить поставки на внутренний рынок и сократить, конечно же, экспорт сжиженного газа, так как само население, сам народ не может достаточно потребить это вид топлива, так как самим нам не хватает. Вот такие вот дела, друзья. Берегите себя, будьте осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.